Доброго дня, дорогие телезрители! В эфире телеканала Якутия-24 программа «Мы вам покажем». Мы каждую неделю показываем вам самые интересные аспекты проживания не только в частных домах, но большая часть в частных домах, поскольку я сам являюсь частным домовладельцем. Все-таки больше интересуют аспекты, скажем так, водоснабжения, теплоснабжения, электрификации, газификации и так далее. Да? Ну, сугубо такие дяденьковские темы, которые осваивают последние годы и множество тетенек в силу определенных обстоятельств. Сами просто посудите, у нас структура социума такая, что сейчас многие со мной согласятся, 80% финансовых потоков, направленных на строительство, на ипотеку и так далее, они проходят через женские руки. Но я не говорю, что им не хватает технической культуры, просто им нужно дополнительное время для того, чтобы постигать многие аспекты технические, в основном обслуживание, эксплуатации тех или иных сложных инженерных устройств, коими является вот это вот замечательное чудо техники, которое нам сегодня представляет давний мой знакомый, хороший товарищ Егор. Здравствуй, Егор. Здравствуй. Я очень люблю классику, особенно советскую классику, и в советской классике есть произведение «Золотой теленок», где товарищ Остап Бендер продавал в свое время американцам рецепты самогона. То есть он говорил, что, даже Ичонкин потом говорил, что самогон можно гнать из всех субстанций, в том числе и из фекалий, да? Из табуретов, там, из всего чего угодно. Табуреты вот у нас наличествуют, хороший такой фирменный табурет, Хаусхальт называется, да? Но мы сегодня будем рассматривать практическое применение такого всеядного котла, который некий, скажем так, прототип некого атомного двигателя из фильма «Назад в будущее», когда Док, помнишь, он высыпал туда мусор всякий, там, туда-сё и так далее. Да. То есть у нас стойкое такое ощущение: либо топиться либо дровами, либо углем, либо газом. В основном преобладает газ, но на самом деле тепловая энергия может выделяться при сгорании всего, чего угодно, в том числе и балбахов, на самом деле. На самом деле. Но мы не будем опускаться на балбахов. Давай, Егор, расскажи нам тонкости проживания негазифицированного. Я так понимаю, участок негазифицированный. Да, участок негазифицированный. Когда строили дом, ну, как обычно, встает у нас зима долгая, холодная, встает проблема с отоплением, то есть теплоснабжением. При мониторинге рынка получилось, что самым оптимальным является топиться, ну, вот в моем случае, это отработанное масло. Рассматривались разные варианты. Есть твердотопливные котлы долгого горения, но с ними довольно-таки много проблем, и как бы у них автономность хромает. То есть надо будет каждый день его чистить, обслуживать, загружать топливо, выгружать остатки не сгоревшие, ну и тому подобное. Поэтому пришли к выводу, что можно топиться отработанным маслом. Отработанного масла у нас в городе довольно-таки предостаточно, да, потому что у нас одна фирма только занимается утилизацией, ну, сбором и довольно-таки дорогостоящее мероприятие, насколько я помню, там 12 рублей за литр. То есть тот, кто сдает, утилизация, переработка, платит предприятию 12 рублей за литр. И поэтому большинство предприятий, у которых есть большой автопарк, с радостью готовы отдать это. Ну, для них это, грубо говоря, мусор, который еще занимает место, который надо хранить, ну и тому подобное. Ну и, соответственно, вот у меня договоренности с несколькими предприятиями, я просто приезжаю, забираю у них отработанное масло, которое у них там скопилось за годы, за эти автосервисы там копятся. Ну вот, потом забираем отработку в бочке, отстаиваем ее, ну там дня два обычно отстаивается, потому что там в масле содержится не только масло, соответственно, там попадает антифриз, шлам, вода довольно часто. Это нужно разделить. Да, это нужно разделить. Да. Самое простое — это просто его отстоять в бочке. То есть дня 2-3 хватает, чтобы все более плотные примеси выпали в осадок. То есть, соответственно, мы сверху бочки выкачиваем, вот, заливаем в расходный бачок. Ну, правда, он временный у нас. Потом будет более большего объема, чтобы каждый день его не заполнять. Ну, соответственно, здесь копится, подается в расходный бачок. Вот он, расходный бачок. Да, подается в расходный бачок. Здесь масло догревается в зависимости от типа масла, то есть там будет ясно, оно густое, жидкое. Оно здесь догревается до определенной температуры. Вот сейчас выставлен 61 градус. Ну, 60 градусов, чтобы догревалось масло. Кстати, сейчас котел запускается. Стоит поплавок, который автоматически регулирует уровень масла в расходном бачке. После догрева масла, соответственно, оно подается на горелку, ну и сжигается в топке котла. При этом калорийность отработанного масла практически равна калорийности
Дизельного топлива. Дистоплива. Дистоплива, да. Насколько я помню, 11 тысяч килокалорий выделяет дизельное топливо. Масло, в зависимости от примеси, от 9 до 10,5 тысяч килокалорий содержит. То есть мы вот в городе Якутске довольно-таки калорийное топливо просто там храним, ну, выбрасываем, да. Притом мы наносим, когда его выливают, там бывает замазучивается почва, это наносит довольно-таки ощутимый ущерб экологии. Ну, как бы еще и делаем вклад в экологию. А по конструктиву самого котла это камера сгорания открытого? Да, камера сгорания открытого типа, это двухходовой котел. То есть получается круглая камера сгорания, там стоит дожигатель, потому что бывает масло частично при запусках и остановках горелки не сгорает, оно там накапливается в дожигателе и потом полностью сгорает. То есть котел мы обслуживаем где-то раз в неделю, я его открываю, остужаю, ну и там скапливается зола, ну, в зависимости какое было масло, какие примеси, там скапливается зола, ну там в небольшом количестве, в районе там 200-300 грамм. Чистится топка с остатков сажи, не сгоревшей золы. Ну и, соответственно, потом опять запускается в работу. То есть из всего, что нужно, это вот раз в неделю его хотя бы открывать и чистить. Форсунки я где-то разбираю, чищу, ну, раз в месяц, может быть. Но еще такого не было, чтобы они там забились или отказали. И вот, теоретически его можно оливковым маслом купить, да? Теоретически, да, я пробовал, потому что есть знакомый, он шеф-поваром в ресторане работает. Ну, у него забирали масло там, ну, в районе там, 50 литров. Да, это вот фритюрное масло, я вот смешал с отработанным, но он полностью все сгорело, то есть ничего не осталось. И на качество, скажем так, производство тепла это не... Да, именно на само качество сгорания это особо не влияет. Влияет в основном примеси, и самое удивительное, вот что выяснил, масло синтетическое горит очень плохо. Ну, точнее, не то, что плохо, с него очень много остается не сгоревших частиц. Да, шлам там, ну, золы больше образуется. Отлично горит. Вот минеральное масло, то есть тоже растительное масло, оно сгорает просто прекрасно. Чем еще теоретически можно кормить данного монстра? Ну, теоретически, практически всем, что говорит. Нет, горелка разработана под тяжелое топливо. Тяжелое. Да, тяжелое топливо это у нас, ну, из таких легких фракций это солярка, керосин. Потом мазут, но с мазутом есть проблема, потому что мазутные горелки идут очень большой мощности, потому что в мазуте очень много воды содержится в диспергированном состоянии, его нужно предварительно подогревать до очень высоких температур, как бы поэтому мазутом топиться, ну, нецелесообразно для маленькой мощности. Нефтью можно, печным топливом, ну, практически все, что тяжелое, что горит. И что полужидкое? Да, ну, видишь, так как масло подогревается перед розжигом, как бы вязкость масла особо роли не играет. Единственная вязкость масла играет роль при расходе, то есть менее вязкие масла, у него расход чуток вырастает. Егор, я вот еще с мирковских времен знаю, что ты в достаточной степени хорошо осведомлен в инженерных аспектах, да? Преимущество данного типа котла по сравнению с твердотопливным другим, ну, скажем так, с тем же Липснеллер и так далее. Они вообще есть преимущества перед определенными типами, ну и потом плавненько перейдем, возможно, к минусам. Ну, из преимуществ что получается? Довольно-таки высокая автономность, то есть довольно-таки грамотный блок управления котлом, ну, так как я занимаюсь и занимался раньше котельным оборудованием, запусками, пусконаладками, как бы, ну, довольно-таки грамотный блок управления. Да, к нему есть какие претензии, но в принципе данный блок управления обеспечивает довольно-таки высокую автоматизацию процесса горения. И отслеживает аварии, то есть там что-то попало, пламя потухло, соответственно, выключает силовую плату, на этом все процессы останавливаются. Да, ну так как за этими процессами надо следить, у меня еще дополнительно к нему подключен блок диспетчеризации, чтобы я в любом месте мог знать, там, в каком состоянии у меня находится котел. Алярм или не алярм? Да, аварии, температура, ну, самые важные параметры, которые необходимо контролировать, особенно зимой в холода. А компрессор зачем подсоединен? Я вот впервые вижу систему отопления с подключенным компрессором. Да, компрессор нужен для подачи масла и распыла его в камере сгорания. Компрессор я выбрал, это называется так называемый масляный компрессор, он довольно-таки бесшумный по сравнению с поршневыми компрессорами. И, ну, как видите, компрессор работает, можно разговаривать, довольно-таки все хорошо слышно. Нет, ну, сам котел работает достаточно слышно, скажем так. Да, есть некий небольшой акустический дискомфорт, но в
планах его вынести в гараж, который будет, ну, достроен, и как бы, ну, этот минус будет нивелироваться. Ага. Так, из других аспектов, скажем так, эксплуатации, возможно, у нас найдется, потому что люди у нас все-таки отсутствие точки забора, скажем так, сжиженного газа или других видов, скажем так, сетевого топлива у нас, ну, в деревнях и так далее, да, очень много аспектов, люди все равно будут, скажем так, писать письма и спрашивать, где и по какой цене, в принципе, можно приобрести. Давай, ну, не будем говорить где, во сколько обошелся тебе отсутствие печки и возможности не следить за печкой там круглые сутки? Ну, по финансовой стоимости голый котел получается без обвязки, без ничего, просто котел, и в комплект входит сам котел, горелка, блок управления. Это мне с доставкой обошлось где-то в районе 105 тысяч рублей. На данный момент он стоит дороже, потому что по всей России подорожал металл. Ну, и, соответственно, не подняли цены. Потом есть некоторые нюансы при запуске данного агрегата в работу. Как-никак горелка российского производства, и не буду скрывать, что конструкция слизана довольно-таки других производителей, и его требуется дорабатывать. То есть заказаны мною сейчас запчасти для доработки данного устройства. Это мне обошлось где-то еще примерно в 10 тысяч рублей. То есть руками все-таки пришлось допиливать? Да, потому что, ну, российские продукты у нас славятся необходимостью допиливания. Ты писал, что горелка второго уровня, она... Нет, горелка, она двухступенчатая. То есть котел тепловой мощностью может утилизировать, то есть 30 киловатт. Горелка способна производить 50 киловатт тепла. Ну, обычно, когда горелка подбирается к котлу, номинал горелки всегда выбирается выше котла, потому что ведет потери, ну, большие через котел, через трубу дымоходную, через переднюю крышку котла, например, она довольно-таки много тепла отдает, потому что сейчас это можно посмотреть. У нее температура будет в районе 150-160 градусов. А где твой блок? Нет, блок он у меня показывает только этот. А, у тебя на телефоне? Да, он выведен. Ну, я потом покажу, как мобильное приложение выглядит. Не, давай открывай все. И прямо сейчас давай посмотрим. Так. Ребята, котел работает, еще раз говорю, на отработанном масле. Егор домохозяин, у него стоит вот эта вот монстрина, которая работает, еще раз говорю, довольно слышно. И при этом осуществлена диспетчеризация. То есть, как современный человек, Егор предпочел не находиться в пределах, скажем так, 5-минутной доступности от дома и в любой момент может следить по эфиру за состоянием работы теплоснабжения. Ну, данная система основана, по идее, так как я занимаюсь еще и мониторингом транспорта, так называемым, телематикой, я приспособил для этих целей приложение. Есть облачный сервис, называется Виолон. Для него есть веб-версия, есть версия для мобильных телефонов. То есть загружаем приложение. И вот у меня выведен дом. И тут у нас самый главный параметр, потому что система позволяет отслеживать очень много параметров, так как это система мониторинга именно транспорта. Нас интересуют в основном датчики. Сейчас он загрузится, появится вкладка датчики. Да, в датчике у нас подключены два термодатчика, то есть показывает температуру в прямом трубопроводе, это подача, температура помещения, ну на всякий случай я отслеживаю. И выставлены аварии, получается, ну сейчас стоит 45 градусов, то есть если температура теплоносителя падает меньше 45 градусов, ко мне приходит сюда уведомление, ну мобильное уведомление, как грубо говоря. Приходит еще плюс уведомление на электронную почту о том, что произошла там авария некая, и нужно будет проконтролировать за этим процессом. Да. Егор, просто боюсь спросить, но необходимо, да, вот у нас с Толей Кириллиным возникает. Людям, скажем так, ну не с таким телеметрическим образованием, как и у Егора, да, а обычной бабуле, обычному сельскому дедушке и так далее, возможно ли будет самому справиться с обслуживанием, не обслуживанием, с эксплуатацией данного вида котла? Ну, именно для того, чтобы, ну, если, грубо говоря, его настроить и запустить работу, то есть выставить все параметры, регулировать подачу топлива, подачу воздуха, ну, то есть пусконаладку, да, нужна будет, потому что там очень много аспектов мелких, потому что горелка все-таки жидкотопливная. И для такой маленькой горелки она производит 50 киловатт тепла, что, по идее, довольно-таки много. Номинальная мощность? Номинальная мощность 30 киловатт, ну именно на выходе с котла, то есть 30 киловатт с него можно снимать безболезненно.
Ну, котел был выбран большим номиналом, потому что планируется расширение. Сейчас я использую где-то мощность в районе 15-16 киловатт с него снимаю. Этого достаточно? Этого, да, вполне У тебя достаточно. площадь отапливаемая какая? 120 квадратов. 120 квадратов. Да, притом у меня дом с довольно-таки большими теплопотерями, потому что я его строил, под осень в попыхах, я его не успел до конца нормально утеплить. Как бы. Я, наверное, киловатт, 5-7 просто на улицу вылетает. Да, топлю улицу потихоньку. Если сделать пусконаладку, то есть там любому неграмотному человеку, который без инженерного образования, если ему один раз показать, то есть ему требуется только производить регулярную чистку, которая довольно-таки нетрудоемкая операция. То есть нужно будет просто выключить, остудить его там градусов до 40, чтобы остыла камера сгорания. Открутить 2 барашка, открыть камеру сгорания, соответственно, просто механически оттуда удалить там, что скопилось. Скапливается там в районе, если то так показать, утрированно. Вот такая вот кучка золы. Там и небольшое количество сажи. Грамм 200. Я обычно сюда ложу кусок тряпки большой, ненужный, туда все выметаю, просто закрываю в мусор. Егор, а моменты отключения котла и так далее, они негативно не влияют на общую Нет, работоспособность? на общую работоспособность ничего не влияет. То есть при отключении энергопитания котел просто выключится, то есть там ничего не будет не гореть, потому что закроется клапана, прекратится подача воздуха, он просто затухнет. При восстановлении энергопитания он начнет работу именно с того момента, когда он остановился. То есть начнет цикл продувки, и, соответственно, запустится в работу. Все. Там никаких аварийных последствий от того, что там пропало питание, грубо говоря, не будет. А какой, скажем так, промежуток отсутствия электропитания может выдержать? Твоя система отопления. В моей системе она полностью автономная. Это раз. Во-вторых, у меня закачана незамерзающая жидкость в систему. То есть я могу просто дом законсервировать. То есть выключить все, закрыть все краны на подачу, на обратку. И, соответственно, я его могу просто заглушить, потом прийти, разогреть и запустить обратно в работу. Если, грубо говоря, в систему закачана в качестве теплоносителя вода, как у большинства, все зависит от емкости отопления. То есть, соответственно, чем больше воды в системе, тем больше он способен выстоять. До того, как замерзнет. Это уже не зависит от типа котла, который у вас стоит. Мы находимся в помещении уже полчаса где-то, да, и все-таки вот такого тяжкого запаха, да, который имеет место быть, в автосервисах там и так далее, вот когда отработанным маслом как раз, извиняюсь, подванивает, такого ощущения нет. И, в принципе, не пахнет, да? Не, в принципе, Таких нет. Главное, амбре нету ничего. Амбре нету, да. Главное это регулировать именно температуру в бачке подогрева, чтобы масло не парило. Это в районе 70-75 градусов, не больше. Я знаю еще тебя как человека, который умеет очень хорошо считать деньги. Вот нынешний отопительный сезон, во сколько тебе примерно обошелся? Если именно считать в деньгах, то есть, честно сказать, я это топливо не покупаю. То есть я его просто еду и забираю. Если считать накладные расходы, то есть тот же бензин, не знаю, наверное, я на бензин, наверное, у меня УАЗик санитарка для этих целей приспособлен, вывозить бочки, не знаю, 1002, наверное, за 2 месяца я потратил на бензин. За 2 месяца 1002. Очень хороший, на самом деле, показатель. Еще раз, учитывая то, что, как Егор говорит, из забираемых 15-16 киловатт, он процентов 30 буквально за счет теплопотерь. Но я не скажу, что дом такой уж некондиционный, да, я скажу, что это каркасное помещение, достаточно хорошо закрытое. Нет, основной дом деревянный, Основной дом деревянный, да. Я для себя сделал вывод, что я больше, наверное, не буду связываться с деревянными домами, потому что очень много нюансов. Я, грубо говоря, не очень люблю работать с деревом. Помещение котельное — это каркас обычный, изнутри обшит гипсокартоном, и в качестве утеплителя выступает эковата. Эковата, да, полностью. Стены, потолок, они полностью утеплены эковатой. И, соответственно, теплопотерь именно в помещении котельной здесь минимально. Просто у меня там люк, который я еще не доделал. И вот здесь я еще не утеплил. Это дело 10-е. Помещение именно из эковаты держит довольно-таки прилично тепло. Мы с тобой, получается, из одной каши едим, поскольку у меня утепление некоторых аспектов тоже осуществляется путем прессованной эковаты, то есть потолок у меня на эковате в жилом помещении. 120 квадратов, еще раз говорю, эксплуатируемая площадь будет расширяться. И просто я еще раз поражаюсь тому, что при должном подходе
при каких-то умениях, знаниях определенных, да, и ручках, которые растут откуда надо, потому что самое сложное, наверное, здесь была пусконаладка, да? Да, потому что я когда заказывал этот котел, ну, с горелкой, я, по идее, особо не испытывал трудностей, потому что у меня довольно-таки большой опыт, ну, именно запуска, пусконаладки, котельного оборудования, горелок, там, котлов на разных видах топлива. Я как бы не предполагал, что именно вот с такой маленькой, грубо говоря, игрушечной горелкой у меня начнут возникнуть проблемы. Честно сказать, у предприятия-изготовителя довольно-таки сильно хромает техподдержка. Ну, можно сказать, что ее просто нету. Ну, то есть есть нюанс, если вы не разбираетесь в данных типах оборудования вообще. Есть шанс, что вы купите вот такую вещь и останетесь с ней один на один. Ну, то есть при запуске котла в работу у вас возникнут проблемы, просто не запустится. Я знаю, что я буду делать, я тогда буду продавать номер телефона Егора. Шучу, конечно. Реально, вот моменты, когда бабушки, дедушки, женщины наши остаются один на один с неисправным котловым оборудованием, да, котельным оборудованием, это не очень хороший момент. Понятное дело, печка, там, ну, добавил дров там, и так далее, вся проблема решена. Но когда срабатывают какие-то датчики, выскакивает какая-то ошибка, особенно в настенных котлах, которые буквально напичканы как космические аппараты электроникой, вот здесь вот могут случиться приступы паники даже у некоторых домохозяй. Ну, а в плюсах данного типа котельного оборудования, еще раз, вменяемый блок управления, достаточно простой конструктив, простой достаточно, и всеядность. То есть, начиная от, если вы владелец там какой-нибудь столовой, форшмачной какой-нибудь, да, если у вас есть отработанное даже растительное масло, можно скармливать туда. Надыбали где-нибудь на автосервисе по замене автомасел бочку отработки, туда же, да, то есть при этом отсутствие запахов, то есть такого амбре душащего, давящего у нас не наблюдается. И очень рад возможности повидаться с давним товарищем, с которым не только в юности, вот в зрелом возрасте мы проводили очень много времени, обсуждали многие вопросы. И сейчас на практике мы буквально на себе испытываем те или иные моменты, которые, ну, выпадают на долю каждого из якутян. Газ у нас не везде. Да, работает программа бесплатной газификации, но, еще раз говорю, это зависит от тех сетей, которые проложены на данный момент. И рассчитывать всем якутянам на то, что вот живу я, скажем так, по определенному адресу, а магистральная сетка у меня проходит в 5 километрах, и после этого на бесплатной основе рассчитывать на подачу газа, ну, когда-нибудь, да, возможно. Да, в ближайшей перспективе, ну, там, ближайший год-два, если магистральные сети, сетевого газа проходят далеко, ну, это ждать год-два. И как бы, если у вас есть возможность построиться там, ну, и проживать, это вот один из выходов ситуации. И особенно для тех, которые используют программу дальневосточного гектара, да, это тоже один из выходов, потому что гектар раздавали у нас, да. Извиняюсь, в Тумутараканях, в болотах, в чащобах и так далее. И система, ну, накопил, бочек 16 привез, в принципе, на месяц обеспечен. Нет, ну, у меня вот, нет, это на больше. Тут, если так подходить, то есть у меня в планах увеличение расходного именно вот этого бака, который у меня стоит на, там, на 50 литров, ну, на 60, так как я дно не заберу. Этого на сутки хватает? Этого хватает на сутки, то есть у меня в гараже, я тарую в бочке, сюда привожу, просто в канистрах и заливаю. В планах поставить кубовую емкость, чтобы вот один раз в месяц ее заполнил, ну и забыл, грубо говоря, там на месяц все. Ну и потом уже заполнять ее по мере расхода. Не, я знаю плюс одного, то, что обслуживать вот такую вот емкость гораздо проще, скажем. Нет, я тут с тобой не соглашусь, потому что большую емкость, если делать именно под это дело, просто нужно сделать внизу кранчик для слива отстоя. Ну, отстоя. А обычно отстаивается, просто вода отслаивается. Соответственно, вода сливается, дальше емкость в работу. А ее надо опорожнять. Ясно. Спасибо, Егор. А мы вам сегодня показали, еще раз говорю, вот поверните вот сюда вот котел, который работает на любом тяжелом топливе. То есть масло растительное, масло отработанное, дистопливо, соляра, керосин, все что угодно. То есть буквально всеядный котел, который может помочь именно в аспектах, которые мы сказали. Это и дальневосточный гектар, это и удаленные какие-то поселения, какие-то арктические поселки наши, да, создавать тепло. Это оно может, но есть нюансы. Какие? Смотрите дальше нашу программу.